Депутаты Постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по делам севера и малочисленных народов, которые находятся в столице Коми с рабочим визитом, навестили Раису Сметанину, легенду мирового лыжного спорта. Встреча состоялась в музее. Законотворцам рассказали, с чего начиналась спортивная карьера четырехкратной олимпийской чемпионки, начиная с того времени, как девочка из маленькой ижемской деревушки впервые в 4 года встала на лямпы, заканчивая тем, как она уже взрослой попала в сборную страны, потом завоевала первую медаль. Как во время тренировок на лыжероллерах весом 7 килограммов за день пробегала больше 100 километров, какие трудности преодолевала на чемпионатах. После экскурсии самыми интересными моментами своей спортивной жизни немного поделилась сама Раиса Петровна. Парламентарии ее буквально засыпали вопросами. То есть вы бегали на деревянных, а западники уже бегали на пластиковых. В 1974 году я бежала, например, дистанцию 5 километров. Вот. На деревянных, была третьей. Потом следующую гонку решила пластик попробовать. Нам фирмы дали, они еще не подготовлены были как положено. Ну и нападалась, 5 раз упала, и 22 место заняла. Вот. А потом уже в эстафете уже не решились рисковать, и бежали мы опять же на своих деревянных, ну и выиграли. 20 лет в сборной страны пролетели как 20 дней, сознается Раиса Сметанина. Всегда чувствовала ответственность перед страной. Самая дорогая медаль, по ее словам, бронза, завоеванная в Калгари. Тогда спортсменке, которая больше бегала классикой, пришлось перестроиться на коньковый стиль. Далось это нелегко. Депутаты, в свою очередь, вспоминали, с какой гордостью следили за выступлениями нашей лыжницы, как она и сегодня для всех нас является ярким примером.